дня воспитанники детского сада ждут даже больше Нового года. Соленья, фрукты, торты, пирожные и блюда национальной кухни. Прилавки детского сада «Волшебный замок» просто ломятся от обилия вкусной еды. Ежегодная ярмарка «Золотая осень» традиционно проходит здесь в начале октября, как и все осенние ярмарки. Правда, с единственным отличием. Представленные явства приготовлены руками воспитанников. Конечно же, не без помощи родителей. Лейла Арсельгова вместе с мамой приготовила ингушские национальные блюда. Салва домашняя, я маму скалкой накатывала чистую и еще картошку ложила. И вот так мама его черкала. Праздник «Дары осени» – это то, что вырастает, то, что поспевает к осени, то, что готовим на зиму, соленья, варенье, всякие выпечки, всякие поделки делали. Помимо угощений на ярмарке представлены детские поделки. Несмотря на то, что воспитанникам сада от 3 до 6 лет, они уже вышивают и рисуют. Как и на любой ярмарке, все товары здесь продаются. Дети превратили это в своего рода соревнование. Кто больше заработает. Каждый прилавок закреплен за командой детей и воспитателей. Поделки разные, цветочек. Это все делали наши детки. Вот пироги домашние, мясное блюдо. Это тоже наше блюдо тоже. Это все сделано своими руками. Поэтому этот праздник, я считаю, чисто как и для деток, и для воспитателей большой праздник. Конечно, для наших родителей тоже это праздник. Все у нас в хорошем настроении, все очень веселые. Поскольку главные покупатели не дети, а взрослые, то большей популярностью пользуются столы старшей группы воспитанников, так как на них можно встретить варенье и соленья. Но младшие на это не обижаются и заедают горе сладким. Малину я ела, пирожок ела. Все вырученные средства на ежегодной ярмарке «Золотая осень» уйдут на благоустройство родного садика. Те деньги, которые они заработали, каждая группа тратит лично на себя, на свою группу. Покупаются игрушки, канцелярские товары, выносной материал для игр во дворе, на подготовку к праздникам, например, к Новому году, утренникам осенним. Присоединиться к празднику осени могут не только родители воспитанников, но и все желающие. Амина Бокова, Магомед Урусханов, Новости 24.